Здравствуйте! В эфире подкаст «Обществу важно знать». И тема нашего сегодняшнего подкаста – правовые компетенции решения конфликтных ситуаций по гражданским договорам и обязательствам. У нас в студии сегодня наш постоянный эксперт, адвокат, известный казахстанский адвокат Таир Насханов. Таир Кузекович, добрый день. Добрый день, Айман. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. В условиях ЧП в стране суды, как и многие государственные органы и частные компании, перешли на удаленный режим работы. Каким образом в таких условиях принимаются решения? То есть почти вот у каждого из нас был вопрос, а как будут работать суды во время всеобщей самоизоляции? Давайте расскажем нашим слушателям сейчас. Хочу рассказать, что да, действительно, когда 16 марта было объявлено чрезвычайное положение, многие суды, они приостановили гражданские дела, рассмотрение гражданских дел, но часть гражданских дел продолжала рассматриваться в дистанционном режиме. Это был на самом деле интересный опыт. Он уже, и хорошо, что он был раньше, в принципе, в судебной системе, то есть это дистанционное рассмотрение гражданских, да и уголовных дел тоже. Следственный суд некоторое время не работал. То есть что такое следственный суд? Это суд, который рассматривает ходатайства участников уголовного процесса, либо жалобы участников уголовного процесса на действие, на бездействие решения органов досудебного расследования прокурора. Однако этот период длился где-то недели-две, после чего они стали принимать, то есть имеется в виду следственные суды стали принимать жалобы, ходатайства, и сроки эти, которые были вот в течение вот этих 2 недель, пока следственный суд не работал, они были восстановлены. Почему это очень важно? Потому что, допустим, по статье 106 Уголовно-процессуального кодекса, это обжалование действий, бездействий, решений органов досудебного расследования, они могут быть внесены, поданы в течение 15 суток с даты вынесения обжалуемого решения или бездействия. Это то, что касается следственного суда. Гражданские дела, вот у меня, допустим, есть дела, которые находятся в специализированном межрайонном экономическом суде Алматинской области. Сам я нахожусь в городе Алмате. Естественно, границы города Алматы были закрыты, суды, в том числе и специализированный межрайонный экономический суд, закрыт, имеется в виду для посетителей, не для судей и его сотрудников, а для посетителей, в том числе и для участников гражданского процесса. Поэтому мы стали рассматривать эти дела в дистанционном режиме. Да, конечно, это облегчило работу для меня, допустим. Почему? Потому что это же судебный процесс, необходимо разрешить этот вопрос, конфликтную ситуацию. В данном случае у меня были несколько споров, касающихся освобождения имущества, это банкротство было у меня дело, потом налоговый спор был в этот период времени. И мы их рассмотрели. Но есть определенные недостатки. Недостатки в чем? Прежде всего, это плохая связь. Что там говорить? Все равно интернет работает не всегда хорошо, иногда плохо слышно, иногда прерывается. И есть еще такой момент, как предоставление тех или иных доказательств. Видите ли, когда рассматриваются дела гражданские, допустим, в судебном заседании, как это должно быть обычно, то идет непосредственность гражданского процесса. То есть ты предоставляешь... Эффект присутствия. Совершенно верно, сказать. Да. То есть ты видишь, как себя ведет оппонент, ты смотришь, как себя чувствует судья на то или иное ходатайство, допустим, того же оппонента, то есть прислушался ли он к мнению той стороны, и, соответственно, ты должен все это уловить, успеть и предоставить контраргумент. Однако в ходе гражданских процессов именно в ВКС, это так называется, дистанционное рассмотрение гражданских дел, и уголовных тоже, ты этот момент уловить не можешь. Потом это относительно также и предоставление документов. Есть такое право у сторон ознакомливаться с материалами гражданского дела.
Но как здесь ознакомишься, если, допустим, несколько томов гражданского дела, и, естественно, тебе секретарь, не может она физически это гражданское дело тебе отсканировать и отправить. Хотя должна, но все мы люди понимаем, что секретарь этого делать не может. И, соответственно, твой клиент, да и ты сам получаешься ущербный в плане представления интересов своего клиента. Вот такие вот обстоятельства. Кроме того, есть такой еще момент, как это сейчас мы говорим про гражданские дела, но ведь здесь еще уголовные дела. Уголовные дела рассматривать в дистанционном режиме крайне сложно. Допустим, тоже санкционирование моего клиента. Вот у меня была санкция 2 апреля, задержали 1 апреля моего клиента, 2 апреля предоставили на санкцию. Так вот, я не мог с ним встретиться в изоляторе временного содержания, поскольку на тот период был жесткий карантин. То есть никого туда не запускали, адвокатов не запускали, следователей, никого. И я не мог его проконсультировать надлежащим образом. И мы увидели друг друга только в судебном заседании. Я приехал в следственный суд специально для того, чтобы клиент меня увидел на видео и хотя бы успокоился, поскольку для него это был шок. 1 апреля человека, которого ранее никогда он был не судимый, это бизнесмен, его закрывают, и он сутки не понимает, что происходит с ним. Хотя это его конституционное право, и право предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом на оказание юридической помощи, на свидание со своим защитником без ограничения времени, количества этих свиданий. Однако это было его право ограничено именно обстоятельствами вот этого чрезвычайного положения и карантина. Скажите, мы сейчас с вами затронули недостатки все-таки дистанционного, скажем так, формата, а есть какие-то положительные моменты все-таки? Вот если вдруг нам придется снова, скажем так, в дистанционном формате работать, я понимаю, вы скажете, ничего не поделаешь, мы будем работать в дистанционном формате, но тем не менее. И все-таки вот так вот, если посмотреть, и хотелось бы услышать ваше экспертное мнение. Я выскажу вначале свое мнение как человек, да. Я человек позитивный и, естественно, рассматриваю всю эту ситуацию положительно. В частности, конечно, это экономия времени. Я, допустим, поскольку активно участвую в уголовных и в гражданских делах, для меня этот фактор очень важен. Вот это вот участие дистанционное, оно позволяет мне экономить время на поездки. То есть я могу находиться у себя дома, либо находиться в офисе и не ездить там в какой-нибудь там Бостандыкский суд или в какой-нибудь Карасайский суд, тратить свое время по полдня там и ожидать. Я могу заниматься своими делами, находиться в офисе и ждать, когда будет процесс, и в то же время не занимаясь еще другими какими-то делами. То есть в плане того эффективности моего времени, да, это положительно. Но еще раз хочу сказать, что все-таки качество страдает. Именно качество оказания юридической помощи. Тема нашего подкаста — решение конфликтных ситуаций по гражданским договорам и обязательствам. И вот сейчас очень хотелось бы вас попросить рассмотреть наиболее стандартные, скажем так, конфликтные ситуации. Давайте попробуем. Я понимаю, что, к сожалению, 15 минут будет недостаточно, чтобы полностью раскрыть эту тему. Но, тем не менее, хотя бы прикоснуться и какие-то, может быть, такие стандартные ситуации разобрать. Какие могут быть, какие чаще всего встречались в вашей практике конфликтные ситуации по гражданским договорам и обязательствам. Это огромный сейчас массив споров, которые еще не в полной мере реализовали свой негативный потенциал. Даже так? Негативный, да? Да, естественно. Спор — это всегда негатив. Это нужно понимать. И сейчас еще пока суды справляются с тем количеством исковых заявлений, которые поступают в связи с неисполнением обязательств по гражданско-правовым договорам. Но нужно учесть, что с 16 марта, да и по сегодняшний день, во время карантина, многие предприятия не работают.
В связи с этим, кстати, Верховный суд вынес свое разъяснение по тому, как понимать, что такое чрезвычайное положение, является ли это форс-мажорным обстоятельством, которое освобождает стороны или одну сторону от исполнения своих обязательств по гражданско-правовым договорам. И там четко написано, да, чрезвычайное положение является основанием форс-мажорным, то есть оно обладает двумя признаками. Оно обладает неотвратимостью и чрезвычайностью. При таких обстоятельствах, естественно, сторона, которая не может выполнить свои обязательства из-за того, что, допустим, стоят блокпосты, а эта компания занимается перевозками, логистическая компания, ну не может она перевести, допустим, груз из Алматы в ту же Кызылорду, потому что стоят блокпосты. И она, конечно, должна возвратить предоплату, которая была оплачена клиентам из Кызылорды, конечно, без оплаты неустойки, штрафов, потому что в данном случае компания логистическая не смогла выполнить своих обязательств, потому что было чрезвычайное положение. А какие-то преференции предусмотрены для логистических компаний? Ну вот какие-то послабления, скажем так? Эти послабления, они общеизвестны. Это то, что налоги, в общем-то, откладывается уплата налогов до осени. Это то, что не будут производиться налоговые проверки. Однако нужно сказать и минусы. В трудовом законодательстве, например, есть статья 112 Трудового кодекса, которая требует от работодателя в случае наличия простоя, который возник не по вине ни работодателя, ни работника, а вот в данном случае, как вот здесь, чрезвычайного положения, должны оплачивать как минимум одну месячную заработную плату. В соответствии с законом о бюджете на 2020 год это 42 500 тенге. Но не у каждого сейчас есть возможность оплачивать месячную заработную плату своему сотруднику, потому что компании, допустим, малого и среднего бизнеса, они не работают, у них нету денег, сотрудники не работали, соответственно, никакой прибыли нету. Однако требовать с них сейчас, вот вынь да положь эти деньги, наверное, было бы несправедливо. Почему? Потому что это может привести к дополнительной нагрузке на этих предпринимателей. Это может привести к тому, что эти предприниматели начнут искать лазейки для того, чтобы избавиться от этого бремени. Они будут заставлять своих сотрудников уйти в отпуска без содержания, либо писать заявление об увольнении по собственному желанию. Все это может привести к определенной нечестности в бизнесе. Но эта нечестность, она вынужденная, к сожалению. Это однозначно отрицательное явление, негативное явление, но это есть, к сожалению, большому. Но вместо того, чтобы государству оказывать помощь предпринимателям, в данном случае какую-то давать, ну, хотя бы разделить ношу оплаты этих выплат, да, 42 500 тенге, мы слышим от чиновников Министерства труда призывы к работникам, чтобы они обращались с жалобами, заявлениями на своих работодателей о том, чтобы те оплачивали эти деньги, а если они не будут оплачивать, то будут накладываться штрафы. Да, действительно, есть штрафы, есть наказания, предусмотренные административным законодательством. То есть несчастный предприниматель, если будет уличен в этом недостойном, так сказать, поведении, в которое он попал не по своей воле, вынужден будет платить почти 500 000 тенге. То есть в данном случае я считаю, что государству нужно оказать более действенную помощь своим гражданам, своим гражданам, которые, в общем-то, работают. И в настоящее время, кстати, работы у них нету. И простой этот возник в том числе, да не в том числе, а в первую очередь он возник из-за того, что было объявлено чрезвычайное положение. Таир Кузекович, решение конфликтных ситуаций априори предполагает наличие человека, который может примирить конфликтные ситуации. Кроме адвокатов, кто этим еще занимается?
Есть такая популярная сейчас служба. Есть такая популярная служба, да. Она появилась несколько лет назад. Это медиаторы. Совершенно верно, вот. Когда-то давно, как давно, уже 10 лет назад, когда только-только появились вот эти разговоры о медиаторах, мы тогда с большим интересом слушали, узнавали международный опыт. В частности, в Англии почти половина конфликтных ситуаций разрешается на этапе медиации. Да, у нас такая возможность имеется, и суды, как я вот вам сейчас до этого говорил, руководствуются разъяснением Верховного суда о том, что граждане, которые судятся, они должны рассмотреть вопрос о примирении. Что значит должны? Конечно, это, наверное, должны судьи привести все соответствующие необходимые действия для того, чтобы стороны примирились, потому что именно разъяснение — это еще ведь акт, который необходим для исполнения прежде всего и судьями. А в отношении граждан, скорее всего, не то, что должны, а им предлагается примириться. Но еще раз говорю, что в этой части разъяснения адресовано, конечно же, при всей своей очевидности, что оно относится к участникам процесса, оно относится в первую очередь к судьям, которые будут принимать меры, которые предусмотрены Гражданско-процессуальным кодексом. Это предложение о примирении. И завершая наш подкаст, хотелось бы от вас услышать резюме. Давайте подведем итог нашему разговору. Решение конфликтных ситуаций. Каким образом мы можем воздействовать, скажем так, не то что на конфликтные ситуации, но чтобы меньше было количество конфликтных ситуаций, уменьшить количество конфликтных ситуаций. Хотя для меня, вы знаете, конфликт — это развитие. Я так считаю. Суды — это то изобретение, которое человечество изобрело для того, чтобы конфликтующие стороны не воевали друг с другом, а для того, чтобы разрешали споры в судах. То есть это замечательное изобретение, которое одно из самых лучших, на мой взгляд, я как юрист это говорю. И, соответственно, споры, которые рассматриваются в судах, они должны приводить людей все-таки к миру. То есть есть такое понятие, как мировое соглашение, которое утверждается определением суда, и оно обязательно к исполнению для сторон. Это вообще самый лучший результат, вот исходя из моей практики, что лучше, когда стороны приходят к миру. Почему? Потому что это экономия времени для сторон, это экономия их финансовых средств, потому что им нужно оплачивать юридическую помощь, оплачивать госпошлину при подаче в дальнейшем кассационного ходатайства в Верховный суд. И это всегда какая-то обида, если человек или сторона, или там, юридическое лицо в данном случае, или физическое лицо доходит до Верховного суда, и они, на их взгляд, не находят справедливости и правды в суде. И, в общем-то, конечно, это повышает определенную конфликтность в самом обществе. Поэтому лучше, конечно, примиряться однозначно. И в настоящее время, когда мы вот пережили ЧП, сейчас вот проживаем, надеюсь, последние дни карантина, все-таки постараться примириться, принять какие-то решения, которые все-таки не будут доводить дело до суда. Для этого можно будет обратиться друг к другу, в первую очередь, если это юридические лица, заключать какие-то соглашения между собой, изменять договоры. Если это физические лица, то идти к нотариусу, оформлять там какие-то соглашения, которые отодвинут те или иные обязательства на определенное время, которое было связано именно с возникновением этого чрезвычайного положения, форс-мажора. У нас с вами получилась очень такая добротная, качественная беседа. Я благодарю вас за участие в нашем подкасте. А вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня у нас в студии был известный казахстанский адвокат, наш постоянный эксперт Таир
Кузекович, Насханов. Всего доброго, до свидания. Спасибо, всего доброго, до свидания и всем успехов.